Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Союз журналистов России – крупнейшее творческое, неполитическое, общероссийское общественное объединение для защиты интересов журналистов страны. В состав Союза журналистов России входят 89 региональных отделений. Сегодня в нашей студии один из руководителей организации, гость из Москвы, Алексей Вишневецкий, заместитель председателя Союза журналистов России. Алексей Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад видеть вас в нашей студии. Какие изменения претерпевает Союз журналистов страны в новейшее время? Принципиально никаких изменений, кроме небольших поправок в устав, которых требуют небольшие поправки в закон об общественных организациях. Но есть одно, конечно, принципиальное изменение. В конце прошлого года на съезде наш союз прирос еще 4 отделениями новыми региональными. Как вы понимаете, это отделения наших новых территорий, которые вошли в состав России. И там уже созданы региональные отделения, они уже работают, они уже запрашивают у нас, так сказать, удостоверение, необходимую документацию, все уже на месте сформировано. Работа идет. В связи с этим наше членство в Международной федерации журналистов приостановлено. Там интересная коллизия, потому что появились информации, но не все понимают, как это все устроено. То есть сразу появилась информация тогда, что Союз журналистов России исключен из МФЖ. Но это не так. Такого положения нету. Там нельзя просто взять и исключить. Можно приостановить членство. А это было сделано по настоянию нескольких северных союзов журналистов. Это датчане, финны, норвежцы и шведы. Через них идет большая спонсорская поддержка Международной федерации журналистов. Поэтому МФЖ, как такая бюрократическая немножко организация, она, в общем, решила пойти им навстречу и приостановить наше членство, а то иначе спонсорские средства как-то могли бы прекратиться. То есть, знаете, как в любом расследовании, ищи деньги. Да, все, первопричина всегда будет в деньгах. Причем тут тоже интересная юридическая коллизия. Ведь когда в 2014 году вошло 2 новых региональных отделения в Союз журналистов России, это Крымское и Севастопольское, никто не возражал. То есть, давайте так тогда скажем, северные союзы журналистов, финны, шведы, признали Крым российским. Несмотря на все политические заявления, но, в общем, такого не было. Раз уж мы начали с присоединения новых территорий, с темы специальной военной операции, как Союз журналистов взаимодействует с военными корреспондентами, как здесь работа налажена, какую помощь оказывает? Вы знаете, взаимодействуем постоянно. Может быть, не совсем своевременно, в прошлом году, еще летом, мы провели в Луганске инфорум, это наш такой образовательный форум, собрали много журналистов, после чего ночью прилетело 3 точки У по Луганску. Наверное, все-таки такие массовые мероприятия, мы знаем, что любой военкор является целью для снайпера. А представляете, когда собирается 100 журналистов в одном месте. В одном месте, конечно. Да, не узнать об этом невозможно, как мы понимаем. Да? Это не какие-то секретные бункеры. Мы журналисты, мы общаемся, мы открыты. Поэтому таких массовых мероприятий все-таки мы решили пока не проводить, проконсультировавшись с соответствующими структурами. Но тем не менее у нас постоянная связь есть, очень много военкоров работает. Может быть, их работа не так заметна, потому что, наверное, да, в основном люди смотрят, что там первый, второй канал, и, может быть, кажется, что там 2-3 человека какие-то работают. Ничего подобного. Во-первых, лицо корреспондента, вы же тоже прекрасно понимаете, что, да, корреспондент в кадре, а с ним оператор, водитель, видеоинженер, монтаж где-то происходит, да, то есть это огромное количество людей, которые работают там, например, на том же Арти, допустим, там работает 70 человек в зоне СВО, 70. То есть это огромное количество людей, все федеральные газеты, все там обязательно. И мы это видим, мы это смотрим. У нас на прошлой неделе, 30 марта, была наша основная такая ежегодная церемония «Золотое перо», вручение наших премий. Конечно же, в отдельной номинации за смелость и за отвагу, конечно, было тоже вручено много премий нашим коллегам с разных телеканалов, газет и так далее. Все в общем, приехали оттуда.
и получали наши премии, благодарили. Ну, такое признание, оно тоже важно. Как давно Союз журналистов России вообще взаимодействует, сотрудничает с журналистами, с коллегами из Якутии? Ну и что вас привело в нашу республику? Расскажите об Да этом. вы знаете, ну как, мы всегда взаимодействуем вот, со всеми региональными отделениями. Это наша основная работа, потому что, ну, знаете, Москва город сложный, там все звезды, вот. А, конечно, даже более активная, мы видим более активную работу вот именно Союза журналистов именно в регионах. И именно в регионах часто нужна помощь и юридическая, и какая-то, может быть, помощь по новым технологиям, по консультации по мобильным платформам. Именно поэтому мы, собственно говоря, и проводим вот эти инфорумы. Это региональные мероприятия. Мы в Москве их не проводим. Это нет смысла. Там идет куча всевозможных там, других там, встреч, форумов и прочего. Вот. А в регионах журналистам очень не хватает вот этой часто, знаете, как, ну, я не знаю, как там в Якутии, может быть, к этому относятся, но вот во многих регионах мне говорили, что, знаете, мы варимся как в собственном соку, вот, и нам очень хочется вот что-то, ну, узнать, а что там-то происходит, а что нового появилось, а может, там какую-то еще кнопку придумали, там, знаете, чтобы там куда-то там воткнуться, а как вот это все монетизировать, да, вот мы очень хотим вот это, да, но мы не умеем, мы не знаем, ну научите нам, подскажите. И вот мы привозим экспертов, мы взаимодействуем на таком уровне. Ну, прежде всего, это, конечно, образовательные программы. Вот это, мне кажется, очень важно сейчас. Особенно вот, ну, такое в наше время, оно такое, знаете, резкое, да, яркое, такое быстрое время пошло. Вот, некогда сидеть, оглядываться, все мультимедиа там. Знаете, я своим студентам говорю, ребят, сейчас не нужны узкие специалисты. Вот реально, вот, ну, правда, в редакциях вот не нужен человек, который может только сесть и написать очерк. Не, большое спасибо ему, конечно, вот, да, но хочется, чтобы он еще выложил это в сеть, чтобы он это там адаптировал под то, под пятое, под десятое, там, чтобы вот там наши интервью там для газеты засняли, выложили в интернет. Ну, то есть это все нужно уметь делать. Вот. Это действительно очень здорово, когда вот молодые ребята приходят, они как-то очень, ну, понятно, они умеют общаться с этими гаджетами всякими лучше, чем мы. Вот. Но мы умеем лучше заниматься журналистикой, и нам надо вот все это совмещать, понимаете? Это очень важно сейчас. Ну, действительно, время стремительно меняется. Вот каким должен быть современный журналист, по вашему мнению? Ну, вот мне именно кажется, что он должен быть мультимедийным прежде всего, хотя, понимаете, вот в этой спешке, в этой гонке все равно нельзя забывать о базовых вещах, о наших базовых принципах. Да? Вот по любой, если вы возьмете любую, там, ну, есть, например, там, Международная хартия журналистской этики, там еще что-то, еще какие-то варианты. Вот там всегда будет базово прописано, что достоверность важнее оперативности. Вот в любом случае. Вот мы отвечаем за свои слова, в отличие от блогеров. Он что-то услышал, выложил, бах, и это в сети. Нет, журналист идет через редактора к зрителю, к читателю, да? Он идет через редактора, он идет через проверку, он идет через выверенные факты. И это наша вот главная задача. Мы не должны ну, как бы торопиться. Действительно, может быть, сейчас не надо, но может быть, там, когда не было интернета, наверное, имело смысл какой-то вот право первой ночи, там, что телеканал там дал быстрее вот эту новость в эфир. Но все равно все эти новости уже появились в интернете. Слушайте, ну пока мы с вами здесь в студии включим свет и повесим микрофон, уже человек там выложит новость. Зачем за ним гнаться? Давайте мы гнаться за достоверностью, прежде всего, за выверенностью фактов, за объективностью. И еще зачем к нам идут? За эмоциями. Правильно? Ну да. Вот смотрите, в наше непростое время зачастую мы видим различные какие-то, может быть, нападки на журналистов, да? Каким-то образом Союз журналистов России помогает коллегам из регионов в нашей стране, каким образом оказывает помощь? Мы помогали всегда. И вот я лично занимался целым там рядом, долго рассказывать, но пытался помогать и с помощью правоохранительных органов, обращений там, и так далее. Вот, 2 года назад, или уже даже почти 3 года назад, мы создали конкретный совершенно, значит, правовой центр Союза журналистов России в круглосуточном режиме. Он работает, там
Есть штатные юристы, есть нештатные, которых можно, так сказать, подтянуть. Это, естественно, бесплатно для любого журналиста, который туда обратится. Там нету каких-то гонораров там, или еще чего-то. Значит, это либо консультации, что чаще всего бывает, просто человек, ну, редактор, не знает, как какую-нибудь новую бумагу заполнить там, или еще что-то. Там Роскомнадзор прислал какое-то там, не знаю, замечание, да, что делать с этим. Многие действительно этого не знают. Медиа-юристов сейчас очень не хватает. Вообще такой, может быть, даже нужна такая какая-то специализация медиа-юриста. Да? Вот у нас они такие есть. А иногда просто действительно приходится впрягаться вот в конкретные там уголовные разбирательства и так далее. Там вот я помню, была история с фотокорреспондентом «Коммерсанта» Анатолием Ждановым, который на Кутузовском проспекте в Москве, его избили охранники такого серого обменного пункта. У него было задание редакции, он снимал вот эти обменные пункты, которые и работают непонятно, то ли они от банка, то ли они не от банка, ну знаете, такие, да, вот серенькие. Вот. И его охранники избили. Вот. И он даже пару дней был в коме, а потом написал заявление, естественно. Вот. Потом у него был какой-то таинственный звонок. Какой-то человек ему позвонил, сказал, что он участковый. Вот, и говорит, зачем вы вводите в заблуждение следственные органы? Значит, мы же видели, все, мы подняли камеры наблюдения, вы перебегали Кутузовский проспект в неположенном месте, и вас сбила машина. Вот о каких охранниках вы рассказываете? Вот. Он думает, ну что-то я как-то в коме перележал, что ли, или что произошло. В общем, он обратился к нам. Мы задействовали все возможные наши, так сказать, знания, умения и опыт, и в конечном счете возбудили уголовное, не мы возбудили уголовное, полиция возбудила уголовное дело по факту избиения, да, а потом было переквалифицировано дело на 144-ю статью, взял его Следственный комитет, то есть воспрепятствование профессиональной законной деятельности журналиста. Вот. То есть, здесь действительно нужны были профессиональные юристы, которые вот с помощью от Союза журналистов обращения, в Следственный комитет, в прокуратуру, профессиональные юристы, которые там должны были сопроводить, собственно говоря, вот это все мероприятие. То есть помощь была оказана полностью, да? Просто конкретная, да. Вот у нас остается буквально одна минута. Почему стоит вступать в Союз журналистов России? Наверное, чувствовать за собой, так сказать, огромную организацию коллег, вот, которые всегда готовы прийти на помощь. Еще я иногда говорю, пока у тебя все хорошо, может быть, и не обязательно вступать в Союз журналистов. Но если возникнут проблемы, а они могут возникнуть у любого из нас и в любое время, а еще и с возрастом, и здоровье и так далее, мы помогаем, у нас есть специальные фонды, мы помогаем ветеранам нашим. Вот. Как в Советском Союзе, 12 дополнительных квадратных метров не дают. Вы знаете, да, что сейчас вообще ничего не дают. Вот, поэтому никаких квартир не дают. Поэтому в этом плане, в плане материальных благ, это вам не принесет никаких бонусов, вот, кроме нашей программы преференций на сайте есть. Но осознание того, что ты член огромного отряда своих единомышленников, это, наверное, должно окрылять. И в любом случае лучше себя обезопасить заранее, вступить и, соответственно, общаться с коллегами. Это всегда полезно. Конечно. Это всегда полезно, как минимум, в профессиональной деятельности. Конечно. Алексей Константинович, спасибо, что нашли время в таком плотном графике, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Приезжайте в Якутию, будем рады видеть вас в нашей стране. Обязательно. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.